Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что путем взлома замка металлического сейфа из него были похищены гладкоствольное и нарезное оружие. Кража огнестрельного оружия немедленно была поставлена на особый контроль. До сих пор не утихло эхо стрельбы в казанской школе. Кто знает, где могут всплыть краденые оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 226 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хищение оружия». Опросив потерпевшего, полицейские установили, что за несколько дней до кражи он принял на работу помощника по хозяйству, который пропал в день совершения преступления. Сотрудники полиции были ориентированы на установление личности и местонахождения подозреваемого в хищении оружия. Установив личность подозреваемого, а им оказался 32-летний житель Пихемска, Кожуно-Туранским оперативникам оставалось только определить его местонахождение. При содействии патрульной постовой службы он был задержан в Кызыле. На допросе злоумышленник дал признательные показания, пояснив, что нарезное ружье продал за 9 тысяч рублей своему знакомому, который проживает в левобережном дачном обществе города Кызыла. А гладкоствольное оружие у него приобрел житель правобережного дачного общества за 5 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска были найдены недобросовестные покупатели, которым пришлось выдать похищенное оружие. В их отношении также возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Сайгын Бирбил, Мирана Иргит, Тува 24.